Kerçtinde öyle olacak dostlar. Devamı yarın da takdim olunacak. Yarın ise indi Cuma günü de geçecekmiz ama yine de biz bugünmiz, biz bu yerdemiz ve biz bu studiyadan sizge meraklı malumatını takdim etmeye aşıqamız ve aynı vakit hatırlatamız. Endi öyle adetimiz oldu ki her vakit multfilmden son bizim studiyamızda misafirlerini kabul etmeye. Bugün ise bizim rubrikalarımızdan birisi buna güzellik hakkında tarif ediyor. Ve aynı vakit bizim misafirimiz de güzellik hakkında aytacak. Ama bunda biraz her şey başkaca olacak. Geliniz seyreteyik, dinleyik, anlayık ve tanış olayık. Elbette sevgili dostlar, bizim stüdyamızda Beauty Bar adlı güzellik stüdyasının sahibi Юлия Горькова. Салям алейкум, здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Отлично. Как обычно начинается ваше утро? Есть ли у вас секрет бодрого пробуждения? Мое утро начинается с чашечки ароматного кофе и приготовления завтрака для моей семьи. Секрет бодрого пробуждения, наверное, заключается в том, что я каждый день спешу на любимую работу. Угу. И вот все-таки об этой любимой работе. Что же это? Это студия красоты Beauty Bar. Мы открылись 23 февраля. Достаточно недавно, предоставляем парикмахерские услуги, услуги ногтевого сервиса, услуги визажиста, бровиста. Так что у нас царит уютная, добрая обстановка. Всех приглашаем к нам в гости. Но мы знаем, что сами по образованию вы не визажист. И скажите, кто по образованию? У меня два высших образования. Я заканчивала юридический факультет и экономический. Вот. Почему пал выбор на эти профессии? Ну, наверное, по окончании школы мне было очень интересно пойти именно в эту сферу. И пробовала поступить, поступила и вот училась. Но в итоге салон красоты. Как связали, так сказать, судьбу свою? Ну, это была мечта с детства. Еще в подростковом возрасте мне хотелось очень. И вот только сейчас мне удалось реализовать эту мечту. Чем вы занимались до этого? Я работала в налоговой инспекции города Симферополя. Вышла в декретный отпуск. И уже будучи в декретном отпуске, поняла, подчеркнула для себя, что нужно что-то менять, нужно как-то реализоваться. И, в принципе, пришла к цели. То есть в налоговую вы возвращаться не планируете? Нет, я уже уволилась. Ага, интересно. Очень интересно. И все-таки вот вы решили открыть салон. А как вы постигали азы салонного бизнеса? Обучают ли этому в Крыму? Азы, наверное, всех азов я еще не постигла. Ну, тут главное полагаться, может быть, на жизненный опыт и на требования клиентов в этой сфере. То есть без учета желаний клиента, ну, как бы далеко не уйдем. Обучают ли этому в Крыму? Конкретно про Крым не скажу, но слышала, что существуют бизнес-школы, в которых преподаются мастер-классы по ведению того или иного вида бизнеса. То есть вы полностью полагались на ту специальность, которую вы когда-то получили в университете? Ну да, и на жизненный опыт. Экономический? И жизненный опыт. Это интересно, это хорошо. Все-таки салон красоты, красота, что она для вас значит? Ну, красота, буду придерживаться, наверное, всеобщего мнения, что красота – это не только внешний эстетический вид, но и внутренние качества человека. То есть, если он внешне картинка красивая, то без добрых, совестливых качеств далеко, в принципе, не уедешь. А все-таки, если взять внешних качеств красоты, какие услуги популярны этой весной? Популярны, как и, наверное, любой другой весной, услуги парикмахерские, ногтевой сервис, визаж, бровки, эпиляция, косметолог, косметологические услуги.
Все, в принципе, как и каждой весной, актуально. Любой человек, следящий за своей внешностью, стремится, конечно же, весной преобразиться еще больше, чем зимой, потому что прекрасная погода, светит солнце, хочется тепла, любви, и все, наверное, стремятся быть красивыми. А вот что популярно? То есть какие-то яркие оттенки, допустим, яркие образы или все-таки что-то более пастельное? Вы знаете, это зависит от повода. Нанесения макияжа, или же, если мы про цвет волос, то от настроения и жизненной позиции человека. То есть мы придерживаемся желаний клиента. А вот в салоне красоты все-таки очень много изменений, коллектив большой вообще? Пока не особо, но мы стремимся. Ага, хорошо. И какие дальнейшие планы у вас? Дальнейшие планы — развивать эту сферу. Естественно, не останавливаться на достигнутом. Хотелось бы вводить новые услуги, вот, и оказывать их для всех в Симферополе. Вы сказали, что ваше утро начинается с того, что вы готовите завтрак для своей семьи. А вот с таким плотный ли у вас график и удается ли вам уделить достаточное внимание своей семье? Плотный график не всегда удается, но я очень стараюсь. Как вы относитесь в работе своих подчиненных в салоне красоты, да, например, на то, чтобы они как-то что-то новое, может, привнесли? Я, в принципе, поддерживаю стремление своих мастеров, стилистов, всегда за что-то новое, всегда за повышение квалификации, за обучение, за мастер-классы. Я поддерживаю. Это всегда опыт и профессионализм. А сами не хотели бы, вот, допустим, научиться какой-то технике? Нет. То есть вы все-таки остаетесь в стороне, и вы более так наблюдатель? Ну, я бы не сказала, что я в стороне. Я каждый день нахожусь в студии с утра и до самого вечера, до закрытия. Как бы в стороне мне не удается находиться, по крайней мере, сейчас. И я бы этого не хотела, так как цель достигнута, нужно ее развивать. А все-таки тогда такой вопрос. Какими качествами должен обладать человек, чтобы работать в вашей студии, ну, кроме профессионализма? Доброжелательность, аккуратность, умение находить общий язык с клиентами, ну и быть в хорошем расположении духа, потому что приветливый мастер, приветливый стилист больше, наверное, подскажет клиенту полезных советов, вещей, нежели человек, который не в настроении и не профессионален. Я вот сейчас послушал список этих качеств. В принципе, я подхожу, только есть проблема, я не умею это делать. Вот это уже совсем... Приходите, мы научим. Научим. Спасибо. Это не по мне. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Хотела бы пожелать ставить перед собой цели и всегда идти к ним, никогда не останавливаться на достигнутом. И хочу сказать, что чем выше цель, тем выше результат. Спасибо Супер, вам спасибо большое. огромное. Еще раз доброго вам утра, доброго, хорошего дня и хорошего Взаимно. настроения. Спасибо, что посетили нас сегодня. Хорошего дня. Урметлі достар, biz yayınımızda devam etemiz ve birçok meraklı malumatlar sizni davogda beklaydi. Navbatdagi qism ne haqda olacak? Şimdi hepimiz birlikte o'rganacakmiz. Sonra ise da boshqalari. Ayrılmangiz.